Я могу назвать Баян своим другом, потому что мы с ним разговариваем каждые 2 часа, каждый день. После этого он отдыхает, я отдыхаю от него. И так почти каждый день мы с ним разговариваем, болтаем, общаемся. Он мне рассказывает свои эмоции, я ему свои. И так уже на протяжении 7 лет мы с ним дружим. Моя мама – это мой педагог. И я думаю, что нам повезло обоим, ведь мы можем заниматься в любое время, когда хотим. И мама может ко мне подойти и сказать какое-нибудь замечание, сказать, вот тут играть так, там так. И это очень удобно, ведь мы можем заниматься вместе в любое время, хоть и ночью, хоть и утром. Давай, раз, два, три. Так, внимательно еще раз. Вадим у нас проявил с раннего возраста музыкальные способности. Мы обнаружили это буквально в 5-летнем возрасте. У нас дома был старый инструмент баяна у мужа, он просто лежал, и он часто к нему подходил и просто поднимал и нажимал на кнопочки. Мы ради, получается, ради шутки его посадили. Ну давай мы на тебя посадим вот этот самый большой инструмент на него. У него только там даже ушей не было видно, да? И он поиграл там, ему понравилось. Но, не предполагали, что, конечно, в таком юном возрасте мы его посадим, но попробовали, тем более у нас в музыкальной школе была такая группа раннестатического развития, которая предполагала, что дети ходят на 4 основных предмета, плюс еще музыкальный инструмент. Ну, вот мы записали его, и он начал ходить. Баян очень тяжелый. Чтобы играть на инструменте, надо иметь физическую силу. Ведь без нее нельзя будет нести мех, а потом просто держать баян и играть на нем. Пока параллельно как я занимаюсь баяном, я еще и качаю руки. С Вадимом у нас буквально, вот не поверите, ежегодно бывают такие, можно сказать, срывы, эмоциональные срывы. Все-таки это ребенок, он очень эмоциональный, кто его знает, они это скажут, да, ребенок очень чувствительный. И бывает так, что в конце учебного года он очень сильно устает и говорит: мам, я все, я больше не буду. Можно я отдохну? И больше в летний период мы стараемся с ним отдыхать, да, чтобы он перезагрузился, хотя бы 2 месяца. Учит, у него память очень хорошая, учит он быстро, но все-таки оттачивать материал нужно еще дольше, чем это выучить нотный текст. На концертах мы часто исполняем песни, и в репертуарах у нас есть большое количество патриотических мелодий. Одной из них – это «День Победы». Благодаря этой мелодии, День Победы, мы попали на поле чудес. Кроме баяна, мои увлечения – это цифровая музыка, шахматы, шашки. Недавно у меня был опыт создавать свою музыку. Я попытался сочинить, создал несколько
несколько страничек, вставил туда свои наброски, и получилось для первого раза вполне неплохо. Мне очень нравится играть башкирские пьесы, они очень красивые, очень мелодичные. Особенно мне нравится играть песни Анатолия Кукубаева, прям как сейчас я играю Юасу. Кроме башкирских песен, я еще обожаю просто играть классические, такие как сонаты, сонатины, прелюдии, фуги. С самой верхней точки приходим по звуку. Еще раз. Не замедляй. Еще раз. Раз, два, три, раз. Дальше. Хорошо, вот этот вибрато, да? Не выпрямляет палец. С Вадимом мы участвовали в начале его музыкальной деятельности, очень часто ездили по разным городам России, пытались даже, выезжали в Тюмень, в Красноярск, то есть такие дальние точки, показывали его способности, где, как он может себя адаптировать в любой сцене, да, при любых, так сказать, зрителях, членах жюри. Сейчас же в данный момент ездим мы не так часто с ним, да, выбираем целенаправленно какой-то конкурс и готовимся, не распыляемся. Я начал осознавать то, что я стал баянистом уже где-то с 8 лет, потому что я начал побеждать в конкурсах. В тот момент я понял то, что у меня есть дар, я могу играть на инструменте хорошо, то, что у меня беглые пальцы, то, что я могу продолжать в том же духе и стать хорошим баянистом. Прошла жеребьевка, и я буду выступать вторым номером. Отлично, второй номер – это замечательно. Я желаю тебе удачного выступления, так как будет этот плыть кораблик так же ровно и уверенно. Добрый путь тебе, Вадим. Конкурс дает мне мотивацию для игры на баяне, потому что я занимаю призовые места, это мне дает радости, потому что я понимаю то, что не все напрасно и не зря я занимаюсь. Мне надо еще дальше расти, ведь это не мой предел. Наш Илишевский район очень богат талантливыми людьми, особенно музыкантами. Наши дети участвуют в различных конкурсах. Это международных, республиканских, региональных. Получают призовые места. Это, естественно, большой труд преподавателя, который очень много занимается со своими учениками. И Вадим очень способный, очень талантливый мальчик, потому что он вырос в музыкальной семье.
О, Молодец. 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 Приветствуем тебя. Как тебя зовут? Откуда ты? Меня зовут Вадим, я из села Верхнеркеево. Ага. Сколько лет уже обучаешься на таком замечательном инструменте баян? Я обучаюсь около 7 лет. Молодец. Хорошо обучаешься, видно, что ты занимаешься. Все динамически, технически, все очень было грамотно сыграно. Мне понравилось. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вадим, я тебя тоже поздравляю. Ты произвел на меня такое хорошее музыкантское впечатление. Ты уже себя чувствуешь как настоящий артист на сцене. И действительно, и по виртуозности все хорошо получается, и прекрасная динамика. Ты делаешь яркие крещендо, акценты. То есть вполне уже, коллеги, у меня такое ощущение, что состоявшееся выступление молодого, но артиста. Да. Поэтому продолжай в том же духе, и все у тебя будет хорошо. Поздравляю. Спасибо. Вадим, и я хочу отметить такую некоторую полифоничность твоего звучания. Вот у тебя две клавиатуры, но такое ощущение было, что играл как на органе на нескольких клавиатурах. Была ножная, было еще несколько мануалов. То есть ты смог так расположить в этом произведении мелодию, какие-то, значит, проходные интонации и важные интонации, мелодические, что мы прямо про твое произведение все поняли. Ты большой молодец. Хороший музыкант, и я думаю, что твои родители могут гордиться тем, что у них в семье растет такой сын. Поздравляем. Спасибо. Успехов, молодец. Мы следили за конкурсом Елькен с самого начала, с первого, со второго конкурса. Мы смотрели его в живом формате, ходили туда. Мы думали, то, что пойдем на второй конкурс, но в итоге решили еще чуть-чуть подождать и нарабатывать опыт. И решили прийти с более богатым багажом. Конкурс «Элькян» меня очень заинтересовал тем, что там интересуются именно ребенком, именно участником, задают вопросы, общаются, члены жюри общаются, как переживают за него. Дети знакомятся с классической музыкой наших композиторов, да, с народной музыкой, что неимоверно это важно. Потому что наши народники, они, конечно, играют много произведений именно народных направлений. Но у нас башкирские меньше было, а вот с появлением этого телевизионного конкурса каждый ребенок играет теперь башкирское произведение. Но с нотами, конечно, у нас проблема найти, как из рук в руки передаем. Когда я узнал, что я попал в финал, я был очень счастлив, что смогу все-таки сыграть симфоническим оркестром. И начал готовиться. Репертуар мы с ним выбирали долго. В летний период мы выбрали одно произведение, учились с ним в надежде на то, что мы будем с ним играть, но в итоге не подошел это произведение. Попросили нас найти другое. Благо, супруг мне подсказал, есть такое замечательное произведение Аккаян Масалим Балеева, да, именно в обработке Айдара Салахова, тоже профессиональный музыкант, который, вот, кстати, Вадим его и обожает, и любит, и слушает все время. Но данная обработка очень сложная. Когда нам Айдар Салахов направил ноты, у нас просто глаза были вот так расширены. Но там просто муравей пробежался, если так посмотреть. Да, это нотки, нотки, нотки. Но он писал для себя. Да, то есть это уже состоявшийся музыкант написал для себя. Никак не для ребенка было написано. И мы долго сомневались, сможет ли он, не сможет ли он. Часами длительными работали, знали, что осталось очень мало времени, и что он не должен подвести никого. Но я думаю, что он отлично справился и прочувствовал всю эту мелодию от начала до конца.
После того, как я выучил свою пьесу, мы поехали на репетицию в Уфу. Там я увидел популярного дирижера Дмитрия Крюкова, который сказал мне то, что у меня очень хорошая пьеса, и я могу занять хорошее место. Ага, вот давай, смотри, ты блестяще играешь, виртуоз просто. Постарайся, кто педагог у него, вы, да? Очень хорошо играет, виртуоз. Надо вот, может быть, не торопиться ему, или вы в таком темпе хотели? Вот ему тяжеловато, может быть, эти 16, нет? Нормально? Хорошо, постарайся просто вот, какой-то метроном, вот 76, 78, вот ты сейчас играешь. Давай несколько тактов сыграй еще разочек, более ровно просто, чтобы это было. Когда я в первый раз пришел на репетицию с оркестром, я очень волновался и не мог нормально с ним сыграть, сработаться. У меня не получалось просто с ними найти общий язык насчет темпа, и я все время сбивался. Через 2-3 репетиции я уже смог более-менее нормально входить в положение, играть в темпе, и если, например, я отставал от них, я мог их догнать, или, например, если я сам уходил, я это слышал, и обратно возвращался в этот же темп. И самое главное, вот то, что вот эти репетиции помогли, можно сказать, в кавычках, сдружиться, да, вот с каждым оркестрантом, и они как бы на одной волне с участником, и участник с оркестром смогли показать такой вот хороший результат. Давай, тебе нужно попасть с нами, да, пожалуйста? Еще раз. Раз, два, три, четыре. Вот, молодец, поаплодируй, браво, отлично. Тебя ждет успех, молодец, отлично, порепетируем. Вообще изначально, когда мы поехали на финал, уже гала-концерт в прямом эфире, мы не были настроены на победу. Я изначально Вадиму говорила, у тебя очень хорошие соперники твои, да, вот, очень хорошие, профессионалы тоже, да, и ты будь готов, что, возможно, у тебя не будет первого, а возможно и второго не будет, третьего. Любой результат — это труд. Там не важно, там все хорошо сыграли. Да? То есть кого-то просто выделили чуть-чуть повыше, настрой у нас был такой. И когда объявили, что вот Вадим вот сперва вот первое место, да, у нас был шок. Первое, все, надо же, мы смогли, первое. Вадим был неимоверно рад, да. А вот этот шок еще не закончился, ведь у нас да, через 5 минут, буквально до 10, да, объявляется гран-при. Все, тут мы вообще упали. Конечно, эмоции нас переполняли, да, эмоции. И вот это уже у нас прошло более полугода, и до сей поры мы не верим в такой результат. Это была проделана хорошая, колоссальная работа. И сейчас я в данный момент пересматриваю видео, как он исполнял с оркестром. Вот именно это то, над чем мы работали с 5 лет. Это прям ловишь кайф просто. Номинацию «Народные инструменты» откроет произведение Масалима Валеева «Ак-Каен». Исполняет Вадим Тухватуллин, баян, детская школа искусств, Илишевский район, класс преподавателя Гульнас Тухватуллиной.
Когда я занял первое призовое место, я был в шоке, думал, что я займу второе, третье, ведь я в тот момент думал, что я отыграл не так хорошо, как я хотел. Когда мы уже отошли, нам вручили пакет с подарками. И когда я посмотрел у других финалистов что у них лежит наушники, а у меня нету, я начал сильно волноваться, думал, что случилось, почему, где мои наушники? Например, я тоже хотел их получить, но у меня их не было. После этого я пошел за кулисы и спросил администратора, где мои наушники. Они мне сказали, вот ты, пойдемте за мной. Повели меня почти уже у выхода с сцены, там, где можно уже выходить. Там подождали, пока директор выскажет свою речь. И после этого объявили гран-при и называли мое имя. Я от шока просто, от радости на всех парах вышел за кулис и пошел на сцену забирать грамоту. Гран-при третьего конкурса «Ялкен» вручается Вадиму Тухватуллину, Детская школа искусств, Илишевский район. Вадим Тухватуллин. Настоящий музыкант, который играет душой. Прямой эфир финала конкурса «Ялкен» смотрели две мои бабушки, мой брат и все мои знакомые, директор, учителя. Я думаю, больше всех волновался не я, а волновалась моя мама. Наверное, такой титанический труд мы с ним сделали. Оно того стоит. Оно того стоит, когда ребенок чувствует себя феерически, эмоционально счастливым на сцене. И он, когда выходит, особенно после финала телевизионного конкурса «Ялкен», он вышел, и он мне говорит, чуть ли не со слезами, мама, это свершилось. У меня даже сейчас вот слезы наворачиваются, когда я вспоминаю. Так мы с ним обнялись. Честно, я вообще не ожидал что я займу само гран-при. Я долго готовился к этому конкурсу, играл под метроном. Я думал что максимум займу второе место, а тут сразу так. Еще много аплодисментов. Я в шоке, если честно.